Следующая тема в нашем курсе про культурно-политическую теорию изменений – это гражданское общество и четвертый сектор. Для начала я напомню, наверное, общую логику того, что мы делаем. И она состоит в работе в двух таких пространствах. То есть мы постоянно чего-то делаем на мыслительном уровне. То есть здесь создаются какие-то концепты, там, теории, там, схемы и так далее. И есть уровень деятельности. То есть все, что как бы, мы намысливаем, она имеет, в принципе, практическое применение. Изначально культурная политика, она формулировалась как, с одной стороны, продолжение системной мыследеятельностной методологии, а с другой стороны, она прилагалась к конкретному объекту, к Беларуси, в которой, собственно, она должна была производить изменения. Да? И вот, соответственно, есть две линии мышления о Беларуси и какая-то практическая деятельность, связанная с преобразованием Беларуси. И это постоянные два процесса, где в одном случае меняются концепты, теории и представления, а в другом случае происходит какая-то деятельность в связи с этими концептами. Но мы постоянно как бы движемся между двумя этими плоскостями, понимая какие-то вещи теоретического плана, мы как бы входим в ситуацию реализации, осознаем что-то в этой ситуации. В частности, мы осознаем там недостаточность своих представлений о том, что мы понимали на уровне мышления, что необходимо изменить, возвращаемся, рефлектируем это, как бы переосмысливаем и опять возвращаемся в деятельность. Это постоянные такие переходы. В принципе, они разворачиваются параллельно друг к другу, да? Но главное, что здесь есть перенос содержания. Мыслительного содержания в деятельность, деятельностного содержания в мышлении. И вот работа с гражданским обществом, она очень хорошо характеризует движение по этим двум линиям, и можно рассказывать буквально две различные истории того, как мы мыслили про гражданское общество и что мы делали с гражданским обществом в Беларуси. Это будет, наверное, две совершенно разные истории, хотя как бы они комплексируются в культурно-политической установке. Да. И изначальная цель, которая ставилась, она была связана с поиском в Беларуси того, что Мацкевич называл ньюмейкерами, делателями нового. Он говорил, что если мы разворачиваем какую-то работу с Беларусью, то есть мы представляем, что нужно сделать с Беларусью, мы представляем Беларусь как идею и объект для изменений, то мы не можем обойтись без тех, кто эти изменения производит. И вот он назвал тогда эту группу людей, которые производят эти изменения, ньюмейкерами. А где их искать? Соответственно, второй вопрос возникает, и кто это такие? И, в общем-то, наверное, все наши деятельностные дергания в связи с этим, это попытка опереться на этих ньюмейкеров, найти их, вовлечь их в совместную работу по продумыванию Беларуси и по изменению Беларуси. Да? И в этом состоит первичная такая установка, в которой мы обращаем свое внимание на гражданское общество. И почему, наверное, гражданское общество появляется в фокусе нашего интереса? Оно появляется из понимания того, что государственная система Беларуси, она на определенном моменте времени она замыкается. И если в начале, в 93-м, 95-м, наверное, годах мы еще могли говорить о возможности вхождения в государственные структуры и работу с изменениями в Беларуси, реформами в Беларуси через государственную систему, то после этого времени эти возможности утрачиваются.
И ну вот, когда возникает вот этот агент изменений в Беларуси в виде агентства гуманитарных технологий в 1994 году, называлось там смешно там в начале агентство гуманитарных технологий Северо-Запад. Северо-Запад. И ну, когда Маскевич пришел, вот ребята уже начинали это делать, в частности, вот покойный Павел Шеремет, он был один из учредителей агентства гуманитарных технологий Северо-Запад. Да, и он был одним из слушателей и студентов активных достаточно школы культурной политики, которую делал Щедровицкий, ну и Маскевич там тоже участвовал тогда в 90-х годах. И вот здесь такая группа была как бы людей, они составили костяк вот первого агентства гуманитарных технологий, как это сейчас мы называем, считая себя вторым поколением вот, агентства гуманитарных технологий. И вот Маскевич пришел, и первое, что он сделал, это как бы перерегистрировал название, похерив вот этот Северо-Запад, с явно колониальной отсылкой к западно-русизму там, и там, всему остальному. Ну и вот агентство гуманитарных технологий тогда начало активно сотрудничать со многими политическими и гражданскими субъектами в Беларуси. Вот, на тот момент они, например, вошли в активную коммуникацию с Министерством образования в Беларуси. И подготовка реформы оргпроекта и программы реформы образования в Беларуси они делали вместе с Министерством образования, тогдашним министром, активно их консультировали, они там проводили оргдеятельностную игру, там такая зеленая тетрадь была еще, такая публикация. То есть вот тогда это был период, когда можно было сильно влиять на все. И вот агентство гуманитарных технологий влияло на РИПО, НИО в Беларуси, на все вот эти образовательные институции государственного плана, внедряя как бы свои идеи и подходы. Но уже тогда было понятно, что в текущей ситуации страны, то есть нужно было менять министра образования, чтобы делать какую-то реформу, потому что министр на тот момент был не тем человеком, с которым можно было осуществлять реформу. И вход в политическую деятельность был совершенно логичным. И вот агентство гуманитарных технологий как бы начинает вовлекаться в деятельность в несколько вещей. То есть, во-первых, в кампанию 1994 года, президентскую, где как бы оно пытается найти себе партнеров в как бы, этой кампании. Понимаю, что вот, как бы, а как нам поменять министра образования? Министра образования назначает президент. Соответственно, нужно поменять президента, ну, тогда не было президента в Беларуси, соответственно, нужен такой президент, который назначит адекватного министра, которому можно будет сделать реформу образования. Ну и вот как бы они идут к разным политическим силам, участвуют в кампании Шушкевича тогда же, и там, чуть позднее, там, в 1995 году, вовлекаются в создание Объединенной гражданской партии. Вот Маскевич даже какое-то время был пресс-секретарем Объединенной гражданской партии тогда. Ну, как бы историю выборов вы примерно представляете, которая была, ну, ничего не получилось с президентом, стал тот президент, который и сейчас как-то, в общем-то, есть, и министр образования сменяли там один другого хуже, наверное, с там, светлым пятном относительно в виде Маскевича, который был министром образования вот перед двумя, вот сейчасшней, перед я уже был, даже первый проректор был до Карпенко. До Карпенко был, да, Жук был, да, Жук, вот, как бы, Стражев был. А до него как раз был Маскевич, вот он был относительно прореформистски настроен, и ну, хотя бы он пытался ставить вопрос про возвращение автономии вуза, за что его и попёрли, собственно. Ну, да. Вот. Но он был Гродненского вуза, да, ректор. Все остальные, в общем-то, министры, они были
совершенно не реформистски ориентированные, скорее как бы выполняли социальный политический заказ со стороны администрации президента, ну и ничего не шло. Ну вот я просто на этом примере рассказываю про закрытие государственной системы. Да. То есть вот с этого времени как бы государственная система закрывается, и мы практически ничего не можем сделать с государством, и мы вынужденно обращаемся как бы вот, к другим секторам общества, где мы пытаемся искать вот эту независимую активность как бы, акторов перемен, которые могут быть. Но мы вот в этом процессе находимся постоянно с этого времени, пытаясь переосмыслять на концептуальном уровне, где же они вводятся, да, вот, эти люди. И тут, вот, наверное, мне нужно ввести сначала такое, опять же, вот, деятельностное рассуждение, то есть про ситуацию немного на другом уровне. Это рассуждение связано с закрытыми и открытыми ситуациями. Москве чего не очень любит, но я с состоянием Подолашки его как бы использовал в смысле анализа социокультурных и социополитических субъектов, которые отвечают в определенный исторический период за изменения в стране. И мы можем их положить в виде ну, такой таблички, да, где там, первая такая группа – это ну, вот, аномические субъекты, группы, да. Любые фактически группы, даже слабо ассоциированные в определенный период времени в Беларуси, они имели возможности для влияния на трансформацию страны. Да. Как бы эти возможности примерно рассчитываются с там, некоторыми поправками, то есть вот эти группы там, до 93-94 года являлись главными субъектами изменений. При разрушении социальной системы Советского Союза как бы, институты возникали заново, как бы эти группы, они ну, входили и претендовали на власть и контроль в Беларуси. Даже группа Лукашенко на тот момент это аномическая группа. Ну, то есть это вот люди, собранные по достаточно случайному признаку, как бы не обладающие никакой институциональной привязкой, ну такие авантюристы, да, которые, вступая в избирательную кампанию, выиграли. Но это время заканчивается, в общем. Заканчивается, там начинается институционализация, и уже с 96 года там ничего подобного там происходить не могло, и для преобразования в Беларуси требовалось большее количество усилий. Да? Но это время, когда начинается институционализация политической системы, и политические партии они входят субъектами, становятся субъектами политического процесса. Вот это время было работы с политическими партиями. Ну вот тогда как бы вот вся эта история с ОГП, например, как бы замучивается. Но для политических партий это время, в общем-то, тоже заканчивается. То есть вот 96-й год – это год конституционного кризиса, который привел к установлению авторитарной системы. Но дальше еще по инерции сохраняется возможность там, политических действий, когда политические партии там, могут играть какую-то роль, и они где-то там, до 1999 года еще выполняют роль субъектов политического процесса. Да. Но потом и это время заканчивается. Да. Там, выборов нету, как бы они проиграли все переговоры, консолидированные усилия ни к чему не приводят, тогда их подавили. Там, физически, там, буквально 99-й год это такая отбивка с перерегистрацией, регистрацией политических партий, как бы это время, когда там политические исчезновения начинают происходить, ну и так далее.
В общем, политические партии дохнут. И на место сдохнувших политических партий нужно искать место, где концентрируются ресурсы. И вот здесь на первый план политически выходит организованное гражданское общество. Организация гражданского общества. Вот масса организаций гражданского общества на какой-то момент является тем деятельностным субъектом, который может претендовать на изменения в диалоге с властями. И вот тогда, вот в этот период, многие сознательные структуры, люди, которые понимают, что по политическом, партийному полю ничего сделать нельзя, они начинают инициировать движение. Наверное, Хартия 97 была таким первой попыткой перевести политический ресурс из партийной плоскости в общественную плоскость и задать там общественное движение. И вот Хартия 97, не знаю, знаете ли вы эту историю хотя бы немного или нет, не знаю, Иван, наверное, в курсе, много слышал по онлайне про это всяких. Но Хартия 97, которая сейчас сайт Хартия 97, всем известный, но тогда Хартия 97 это было политическим движением. Был манифест Хартии 97, подписанный 120 тысячами человек. То есть массовый сбор подписей по Беларуси, наверное, никто не достигал больше таких цифр сбора подписей. Это был потенциал того, что общество может, в принципе, вливаться в такого рода организованные общественные движения. И это было следующим периодом, когда организации гражданского общества могли чего-то изменить, но примерно этот период заканчивается к 2003, наверное, 2004 году. Да? Тут возникает следующая штука, что организованные инициативы гражданского общества могут сделать что-то в Беларуси, только объединяя свои усилия в рамках некого общего движения. То есть, когда организации гражданского общества сами по себе, как третий сектор, утрачивают свою силу, но еще сохраняется возможность того, что все эти субъекты альтернативного плана могут консолидированными усилиями, собравшись вместе в единое некое антитоталитарное движение, чего-то поменять в Беларуси, в политическом плане. И тогда наступает время того, что мы называли движением. И самый критический период, когда движение играет какую-то роль, это последняя попытка, открытая ситуация. Вот здесь я штришками обозначаю открытые ситуации для субъектов, остальные для них закрытые. Они не могут действовать, они неэффективны. То есть аномические группы больше они не играют никакой политической роли, точно так же, как политические партии. До того они не могли, после того тоже не могли. Вот у них был шанс исторический, но его просрали. Возникает новое время, когда общее движение скорее состоящее из людей, не организация, может что-то изменить. Вот 2006 год, где мы прогнозируем следующее. Аналитика 2006 года. Аналитики, там много было разного. Мы пишем, собственно, основной тезис, что если сейчас в 2006 году мы не изменим ситуацию, то текущее положение утвердится всерьез и надолго. И мы тогда прогнозируем период в 20-30 лет неизменной ситуации в Беларуси в общественно-политическом плане. Вот мы с этого времени, считайте, отсчитываем 20-летний, 30-летний период существования. Это было нашим прогнозом в 2005 году. В 2006 году ничего не случилось, мы проиграли.
мы проиграли, и все, и тогда встает вопрос по отношению вот этому после 2006 года периоду, ну вот, а кто? Вот, какие группы, то есть мы уже дошли до вот этой движенческого типа организации отдельных людей, которые туда вливаются, вот, что может быть как бы, субъектом там, трансформации, изменений на этот период, да, после 2006 года. И вот этот вопрос как бы, по-прежнему продолжает быть открытым. Да. Если вы посмотрите, чего мы пишем, как бы, чего мы анализируем, то это вот такие попытки поиска этих субъектов уже ну, на конкретном материале Беларуси в разных способах размышления про это. И вот дальше, с 2006 года, мы делаем разные попытки как бы, интервенции внутрь Беларуси, исходя из всяких своих концептуальных оснований. Ну вот и, как бы, и кто это сейчас? Да? Вот, ну, то есть тогда мы это назвали диссидентами, время диссидентов в Беларуси настало. Но это как-то вот слабо. Потом как бы мы там, так или иначе возвращались к конкретно политической ситуации, связанной там, с потеплением 2008 года, 2010 года, где там возникала там, новая возможности для консолидации гражданского общества, то есть ну, как бы временно приоткрывающийся период, где при механизмах, которые там, нам давало восточное партнерство и ресурсы Европейского Союза, мы как бы, думали о возможности сдвинуть ситуацию. Мы там тоже проиграли как бы эту битву. Вот мы возвращаемся постоянно, вот пока мы балансируем между вот этими там, двумя вещами. Кроме этого у нас ничего нету движенческого типа организации для изменения. Но как бы все наши попытки неуспешны. Да? Поэтому мы продолжаем размышления относительно того, как бы, что может быть как бы, здесь. И вот последние тексты Маскевича про глобальное потепление, они вот в этом же ключе. Да? То есть он рассуждает вообще о том, где как бы, находятся эти люди и как между ними возможно там, консолидация, конфигурации для того, чтобы чего-то там сдвинуть в Беларусь. Да? Ну вот это, скажем, как бы деятельностная история того, что было. А здесь как бы на фоне мышления происходила смена таких концептуальных представлений относительно гражданского общества и того, как бы, что оно есть сейчас. Ведь ну, трагическая ситуация, да? Как бы мы ощущаем себя вот, ну, в изолированной там, ситуации невозможности этих изменений, которые как бы, нам как бы, очень нужны. Мы бегаем, там, вот предыдущая там, лекция про то, как мы ходили в малые города, это же тоже вот, как бы, история того, как мы и где мы искали этих агентов изменений. Вы не рассматриваете, что, возможно, часть элиты, ну, допустим, прогрессивное крыло может стать субъектом, который будет там, через какое-то время будет двигателем изменений? Или... Как бы вот с элитами все плохо. Ну вот это к следующему разу, там, где это трехмирное деление, там немного другая схема, которая представляет социально-политическую, экономическую организацию современных отношений, как бы она вот, наверное, там вот появляется как бы место для элит в таком концептуальном схвате. Хотя мы рассуждали про элиты, да, про элиты в терминах правящего класса. То есть та ну, вот, ситуация, которая там складывается, она как бы результат действий правящего класса. У нас была концептуализация правящего класса, да, состоящая из таких нескольких критериев относительно правящего класса. Это мы в сторону сейчас уходим от гражданского общества. То есть правящий класс как бы, это группы, которые действуют, то есть у них есть несколько таких там, признаков. То есть первый это самоопределение. То есть это вообще волюнтаристы.
правящий класс, как бы они ни на кого не обращают внимания, им не нужно никаких обоснований для того, чтобы они ставили цели и достигали эти цели. Да. Второе, как бы, это мышление. То есть правящий класс — это мыслящий как бы, класс. У него есть там программы, развитие теории, представления как бы, и так далее. Третье, как бы, это национальный масштаб, ну как минимум, да. Можно говорить сейчас, но вот, в принципе считаю до сих пор, что пока другого не существует, если мы говорим про страну, то это национальный масштаб мышления. Не может человек, который размышляет категориями, там, я не знаю, там, ПВТ, как бы, быть правящим классом в Беларуси. Ну, не может. Как бы. Вот он как бы, должен мыслить по отношению ко всей стране. Да. Или там, я не знаю, там, если люди просто делают там, вот, реформу образования, не включая понимание того, как это образование влияет на как бы, все общество в целом в национальном масштабе, ну, это как бы не правящий класс. Ну и третье — это особый образ жизни. То есть правящий класс живет не так, как все остальные. Как бы их можно идентифицировать по этому особому как бы, образу жизни. Ну вот примерно такие 4 критерия. А потом мы спрашиваем, как бы, окей, мы поняли себя, посмотрели, ну, наверное, мы такой вот правящий класс. Ну, по крайней мере, претендуем. У нас все эти как бы, критерии соблюдаются. Кто еще, да? Ну, мы-то не правим, в общем-то. Очевидно. Ну, готовимся к этому. Где в Беларуси правящий класс? Вот где элиты, о которых ты говоришь? И тут как бы мы попадаем в ситуацию как бы, почти невозможности реификации этого в плане социальной группы в Беларуси, кроме, наверное, бюрократии. Вы думаете, что бюрократия это вот то, где, наверное, вводится как бы, этот правящий класс. Ну и тут можно еще рассказывать историю там, наших отношений с Петром Марцевым, к сожалению, тоже покойным, который был вот таким не только выдающимся белорусским журналистом и редактором, но и выдающимся политическим авантюристом. Если вы там, не читали книжку «Марцев», там, конечно, легендарный Марцев, ну, нарисован, там, не такой, как он был в реальности, но, по крайней мере, там, идею политического авантюризма Марцева там, вы можете схватить. Этот человек мог задумывать и реализовывать национального масштаба авантюры, там, вот, там, разворачивать их там, на всю страну. И вот он как бы, какое-то время пытался нас убедить, что как бы, он знает, где находится вот эта прабелорусская элита. Ну, как бы концентрируя в этом бюрократическом классе и в топе там, предпринимательских там, лидеров, и ему говорит: Марцев, ты нам по секрету скажи, кто? Дай нам вот список как бы, имен, как бы, кто же это как бы, прабелорусская элита. Мы его мучили, но он нам никого не сдал. Ну, то есть, или он нам сдавал тех людей, то есть, ну, там, фактически, когда мы его принудили, нам принес, что мы сказали: слушай, Марцев, мы же их всех знаем, там, ну, как бы, ну, нет. Поэтому вот этот вопрос с элитами, он, ну, очень проблематичный как бы для Беларуси. И мы точно не можем говорить про как бы, элиту белорусскую в терминах ну, вот, какого-то консолидированного правящего класса. То есть это вот разрозненные люди, скорее, которые вот обладают всеми этими там, признаками, чем какая-то слаженная социальная группа. Вот. Но это про элиты было отступление. Но этим надо заниматься. Вот Андрей Казакевич в свое время там продолжает как бы, вот, там, работы с исследованиями белорусских элит, у него там свои представления про это, у нас несколько другие. Вот. Теперь возвращаемся к гражданскому обществу. В плане гражданского общества можно отталкиваться от двух, наверное, таких линий. И в принципе они вот существуют как две такие линии рассуждения про это. Первая – это линия, связанная с восприятием гражданского общества как сферы, противостоящие государству, как сферы самоорганизации граждан, которые есть.
И если вы помните исторические рассуждения про общество, то долгое время общество как таковое было не отделено категориально от представления государства. Когда вы читаете там, Платона или Аристотеля, то он не отделяет общество и государство. Государство и общество – это для него одно и то же. И там, римские, например, авторы, как бы дальше, они тоже рассматривают политикум, да, вот совокупность всех свободных граждан, как само государство. Да. Как бы этот политикум, как бы, он уже там, конструирует эти государственные институты. Они тоже не понимают, как государственные институты, но как бы, тем не менее, это воплощение там, политической воли этого политикума, да, который был. И это неразрывно существующая вещь. И где-то только к 17-18 веку происходит разделение между государством и обществом. Оно начинает мыслиться как разное. Наверное, Гуго Гроций это был первый, кто развел эти понятия и положил их отдельно. И вот с этого времени начинается традиция такая как бы осмысления общества как чего-то иного по отношению к государству. Да, и возникают вопросы и постановка вопросов о связи там, государственных институтов и власти, способа правления с организацией граждан. Да. Возникает вопрос учреждения государства гражданами. И это по-разному осмысляется, например, там, в французской традиции и Руссо, Монтескьё, и там иначе, например, это разворачивает Томас Гоббс в представлениях о Левиафане. Но это, в общем, не так важно, но первое разделение, которое возникает, это государство-общество. Да, где общество это не государство, а государство это не общество. Дальше разные сферы общества начинают представляться как, то есть само общество неоднородно, как бы оно там сегментировано каким-то образом. И Гегель, видя вот эту предпринимательскую там, частную активность, как бы начинает различать публичную деятельность государства и частную деятельность людей. То есть полагается некая частная сфера, в которой как бы, реализуются частные интересы, не связанные с общей волей как бы, всех людей. А у Гегеля общая воля, как бы, общий дух нации отражался в государственных институтах. В государстве получал наивысшее воплощение в государстве и праве. Да? Но очевидно, что как бы, существовала не только вот эта как бы, общая воплощенная воля государства, но и как бы, частные интересы людей, которые не сводимы к этой воле и противостоят им. И он выделял как бы, вместе вот эту частную сферу активности. А в этой частной сфере начинают мыслиться отдельно вот эти экономические отношения и отношения там, неэкономического характера. Да. То есть, например, там, деятельность субъектов там, предпринимательской деятельности, хозяйственной деятельности, она не такова, как деятельность людей, вступающих между собой в ассоциативные отношения. В семьях, там, церквях, там, местном сообществе там, и так далее. И отсюда возникает вот эта трехсекторальная схема деления, где выделяется первый сектор, как политический сектор. Да. Исторически сначала возникает представление о гражданском обществе как о противостоящем государству как бы, элементе, но номер оно получает 3. Как бы третий сектор из-за представления о том, что вот эти экономические отношения, они, наверное, там, не возникают
возникает ничуть не позже, чем гражданское общество, а может даже и раньше. Теневая экономика существовала всегда. Например, там этот сам Диоген еще там с папашкой своим фальшивомонетчеством занимался. И так далее. То есть, ну, экономическая сфера это нечто иное, чем государство, оно отличается от гражданского общества, и гражданское общество отличается от государственной сферы. Ну и для нас надо было прописать характеристики вот этой сферы, этого гражданского общества, как мы себе его представляли на тот момент входа в гражданское общество. Да. Ну, то есть представляете, что мы там подделали всякое с политикой, политическими партиями, ничего не вышло, надо работать с гражданским обществом. А чтобы работать с гражданским обществом, нужно иметь теорию гражданского общества. Ну и мы тогда начали думать, а что же это такое? И вот дальше идет уже концептуализация сферы гражданского общества как сферы независимой активности людей, где мы выделяем несколько критериев относительно того, что мы можем называть гражданским обществом как таковым. Первый критерий, который мы выделяем, это добровольность. То есть вот мы понимаем, что вот этот третий сектор, состоящий из ассоциаций людей, это сектор добровольного участия. То есть никто не принуждает этих людей занимать определенную позицию, они самочинно, самостоятельно организуют эту активность. Да. И одно из критических моментов уже на тот момент состояло в том, что во многом деятельность, осуществляющаяся в рамках гражданского общества, не является добровольной. То есть люди приходят в организации третьего сектора точно так же, как они приходят в первый или второй сектор. Да? То есть они нанимаются на работу. И они там выполняют такие же производственные задачи, как и на бизнес-фирмах или в государственных органах. Второй признак, который мы выделяли, это собственные цели. Собственные цели. Здесь важно то, что, опять же, это группа и ассоциация людей, которая добровольно собралась. Здесь вот отличие, например, не знаю, как БРСМ от других типов организованности. То есть это не добровольное объединение людей, а вот есть люди, которые самостоятельно собираются. Ну вот вы, не знаю, вот проявление гражданского общества, люди ходят в летучий университет, вы же сюда никто не загоняет. Вы приходите добровольно, вы, правда, не существуете как группа, хотя как аморфная динамическая группа, наверное, сообщество летучего университета существует. Да? Здесь вот явно проявление гражданского общества как такового. Дальше это собственные цели. Собственные цели предполагают, что эти цели ставятся этой группой, ставятся вовне и ориентированы на какое-то общественное благо, на какие-то изменения и так далее. И здесь тоже с организациями гражданского общества уже того периода возникает много проблем относительно собственности их целей. Но если с БРСМ вообще нет никаких проблем относительно того, что у них точно нет собственных целей. ГОНГа, государственные организации, государственные общественные организации уж точно не владеют своими целями, эти цели им ставятся сверху государства. Но точно так же очень многие общественные организации, они входят в сервильную функцию в отношении, например, внешних доноров. Да, и они оказывают какие-то типы услуг. И эти цели, которые они ставят, они не принадлежат им, они принадлежат тому, кто владеет ресурсами, которые им эти ресурсы предоставляют.
И вот многие организации гражданского общества, они вот в такой сервильной функции существуют. И это очень часто выражается во всеядности организаций, с которыми мы имеем дело. То есть им, по большому счету, все равно, с какими целями работать. То есть, там, ну, там, гендерная политика, ладно, там, вопрос инвалидности, пожалуйста, развитие местных сообществ, да, как бы легко. То есть вот они просто профессиональные группы, обслуживающие такого рода интерес. Бывают как бы другого типа, тоже сервисные организации, где цели, например, принадлежат потребителям. То есть не всегда сервисная организация это плохо, да? Просто это делает ее не очень как бы вот, субъектом гражданского общества. Да? То есть мы можем представить себе ситуацию, ну и они есть в Беларуси, вот, например, спортивные клубы. Они де-факто регистрируются как общественные организации и как бы существуют как форма гражданского общества. Вот из этих там 3000 общественных организаций в Беларуси, там едва ли не треть это вот такого рода там, сервисные там, клубы. Да. Вот они выглядят так, но они удовлетворяют просто интерес там, потребителей. Это цель, которая как бы выражается в обслуживании как бы, этих потребностей. То есть это не их цель, они как бы, не имеют ее как свою, не ставят ее, там, не изменяют, не перестанавливают. Третий критерий – это то, что люди вносят в гражданское общество какие-то собственные вклады. Да? Это может быть труд, это могут быть деньги, это может быть время. То есть, ну, это свободная, неоплачиваемая инвестиция. То есть люди как бы ничего как бы не получают взамен, кроме того, что вот то, куда они вносят, двигается к тем целям, которые они желают. Да? И это как бы один из признаков гражданского общества. И здесь опять тоже очень много критики можно наводить на белорусское гражданское общество. Но это по нашим, например, вопросам, которые мы делали в там, 2015 году, там около 63% людей в организациях гражданского общества это люди получают, там их основная работа. То есть они ниоткуда дохода не получают. То есть это глубоко в Беларуси глубоко профессионализированный сектор общественных организаций, которые существуют. То есть это не там, волонтерская активность. То есть это не обязательно должна быть волонтерская как бы, активность, но это точно как бы, не может как бы, являться основным источником дохода здесь. И поэтому вот тоже, например, с летучим университетом. То есть частично как бы, здесь кто-то получает там, зарплату, но это там, 3, там, наверное, человека, которые могут относительно там, говорить о том, что часть их деятельности это там, профессиональная работа. Но кроме этой профессиональной работы есть очень много там, того, что делается на совершенно там, вот, свободных, бесплатных основаниях. Куда люди инвестируют либо труд, либо время там, и так далее. Многие курсы, которые здесь читаются, это ну, вот, совершенно бесплатные как бы, вещи, которые делаются, на которые ну, нет никаких других ресурсов, кроме тех, которые затрачиваются людьми. Ну вот как бы это 3 критерия, ну как бы 4-й, скажем, критерий, который там добавлялся, это результативность. Что в смысле деятельность общественных организаций должна производить какие-то общественные изменения. То есть ну, какое-то общественное благо должно там, как бы, прирастать, чего-то должно меняться. И здесь тоже критика состояла в том, что очень много работы там, имеет процессный характер. То есть, например, защита там, не знаю, культурного наследия может
как бы длится вечно, ничего защитить нельзя. И, там, можно там, бороться против атомной электростанции и как бы ничего не достигать. Это такие процессные вещи, там, которые там, не имеют конкретного результата. Вот такой набор критериев, которые мы прилагали к определению гражданского общества, понимаемого как набор вот этих ассоциаций, ассоциированных групп в третьем секторе. Это один срез, да, представлений. Второй срез представлений, которые мы брали для понимания концептуализации гражданского общества, состоял в переосмыслении этой кантовской традиции размышлений про гражданское общество. Да? Ну, скажем так, если это такая вот гегелевское, таквилевское представление по гражданскому обществу, как набор ассоциаций, противостоящих государству и как бы бизнесу с соответствующими там, критериями, то у Канта было несколько иное представление про это. Для Канта гражданское общество представляло собой сферу взаимодействия людей, свободных от мундиров, от всякой связанности нормативным отношениям, заданным в других сферах. Ну, то есть, вот, Андрей, возьми другой фломастер. Вот красный хороший, вот у тебя там лежит на... Вот красный, да, красный хороший. Кант упрощен, он рассматривал как бы все общество, разбитое на такие клеточки, в которых действуют соответствующие нормы организации, деятельности там, в этих клеточках. Да. То есть есть там государственная сфера, есть там церковная сфера, как бы есть армия, как бы есть образование как бы, и так далее. И люди там, в этих сферах, они все носят мундиры, говорил Кант. И они вступают в отношения не как человек с человеком, а как, не знаю, чиновник с там, священником или там, как чиновник со своим начальником. И ему его как бы, норма поведения предписана ему сверху. Да? Ну, грубо говоря, все выполняют должностные инструкции. И все как бы, действуют в соответствии с предписанными этими должностными инструкциями нормами. Но как бы, это для Канта создавало ситуацию невозможности там, рационального мышления по отношению. Потому что как бы, ты не можешь там, свободно мыслить и критиковать и относиться к этой сфере. Потому что если ты как бы, сержант в армии, то тебе нужно выполнять свои задачи и строить там, этих новобранцев, как положено по уставу, а не думать про организацию армии как таковой. Если ты священник, тебе нужно выходить и как бы, каждое как бы, воскресенье читать воскресную проповедь. Как бы, и а не думать про то, как бы, правильно тебе читать проповедь или неправильно. Как только ты задумываешься, правильно или неправильно читать проповедь, ты не можешь быть нормальным священником. Да? Или там, как только ты начинаешь думать про то, как правильно организовать школу в стране, ты перестаешь быть нормальным учителем. Как бы, в этом деле. И поэтому для Канта должно как бы, было существовать за рамками этого вот, мундирного общества, где все носят определенный мундир, другое пространство, то есть некая там, публичная сфера, куда люди выходили из этого нормированного деятельностного пространства и могли оттуда критически, рационально, разумно относиться к этой сфере как бы извне. Да. И вот здесь, вот, у людей появляется вот, мышление как бы, и рефлексия,
в отношении вот той сферы деятельности, к которой они принадлежат. Если я в школе как учитель не могу осмыслять это дело, то, выходя из позиции учителя, значит, во внешнюю позицию по отношению к ней, я могу как бы, про это рационально рассуждать, думать, как бы, осмыслять там, это устройство, предлагать там, изменения и так далее. И вот, выходя в эту сферу, я могу и с другим человеком тогда поразговаривать как с человеком, без мундира. И там мы выступаем в отношении друг друга как рациональный, разумный субъект. Вот это было такое кантовское представление о там, публичной сфере, как сфере применения критического разума, где люди выступают в отношении к другим людям как свободные люди. Взрослые у Канта. Ну, вот он назвал это совершеннолетием, Да. да. То есть, ну, собственно, вот совершеннолетие, как бы, это совершеннолетний гражданин, это вот такого рода свободный, рациональный гражданин, который на рациональных основаниях вступает в коммуникацию с другим таким же гражданином. Вот публичная сфера, собственно говоря, она начинается с того, что здесь вот возникает коммуникация с таким же рефлексивным, как бы, разумным гражданином. Вот. Ну и вот как бы в кантовском представлении гражданское общество — это вот такая принципиальная сфера свободы, где вот возможны все эти отношения такого рода между людьми. И уже там Маркс, рассуждая про эти же вещи немного иным образом, говорил про то, что ну, все мироустройство можно тоже переосмыслить в такой другой трехсекторной схеме, где есть культура, есть производство, есть клуб. Если культура — это совокупность норм, которые организуют производство, и в системе производства люди попадают в ситуацию, где их человеческая сущность потребляется. Да? То есть они не относятся друг к другу как люди, не вступают в нравственные отношения друг с другом, а они попадают в вот эту систему машинной организации, где они есть только винтики в производственной системе. Да? И там их человеческая сущность потребляется. Где-то же она должна восстанавливаться, как бы, в общем. Ну, говорю, что вот восстановление человеческой сущности происходит в клубных формах жизни. Да? Вот эти клуб мыслился примерно точно так же, как публичная сфера Канта, вот как встреча свободных людей, где они вступают в человеко-нравственные отношения. Ну и там они уже выясняют разные отношения между собой. Кто лидер, кто как бы ведомый, да, кто кого любит, кто кого как бы не любит. Да. Эти клубы разнообразны, да, как бы в зависимости от того, какими хотят их люди видеть. Да. Ну и какие-нибудь интеллектуальные клубы, они ничуть не лучше вечерних клубов как таковых. Просто это разные как бы способы, где происходит вот это общение, как бы человеческое как бы, общение между людьми. И там же в этих клубах, собственно, и возникает возможность для людей постановки целей. Как бы для себя, как бы внешних целей. Там же возникает возможность вот этой собственной постановки целей. Да. Там же как бы возникает возможность понимания добровольности, недобровольности присоединения к чему-нибудь. Вот эта вторая линия как бы для нас делает важным вот это вот представление о необходимости существования вот этой принципиальной сферы свободы, где люди вот достигают вот этого вот совершеннолетия по Канту, да, где они становятся свободными и способны предъявлять, в общем-то, другому свои там, разумные основания, действовать как разумные агенты.
Дальше, в принципе, ну, там несколько там отличий можно видеть в том, что говорит Хабермас про это, ну, в принципе, он в той же линии рассуждает. То есть вот как бы это два, наверное, таких принципиальных основания, от которых мы отталкиваемся в понимании гражданского общества. Ну и вот дальше мы пытаемся как-то действовать в связи с такого рода представлениями о гражданском обществе. То есть мы, с одной стороны, пытаемся выстраивать такого рода анклавы в гражданском обществе, которые соответствуют вот этим заявленным критериям. То есть наши способы существования как бы это несение, трансляция вот такого рода нормы на себе, с одной стороны. С другой стороны, мы пытаемся внедрять как бы такого рода стандарты и представления о гражданском обществе по отношению ко всему гражданскому обществу. В-третьих, мы пытаемся как бы консолидировать и объединять разного рода вот такого идеалистической группы в гражданском обществе для возможности изменения Беларуси. Ну и практически вот последней попыткой работы с там, организованным гражданским обществом в Беларуси была ситуация 2008-2012 года, где мы играли в такую игру под названием «Национальная платформа. Форума гражданского общества Восточного партнерства». Ну, ситуация политически состояла в том, что Европейский Союз объявил инициативу Восточного партнерства, куда включил 6 восточных соседей, включая Беларусь. Ну и мы подумали, что интересно, вот, как бы Европейский Союз что-то как бы хочет по отношению к этим странам, более того, он объявил, что он хочет. Он хочет приближения к стандартам Европейского Союза. Мы такие, так это ж вот как бы в нашем, как бы в логике европеизации, как бы того, что мы представляем себе про современность, это как раз наше дело. Ну и Европейский Союз еще говорит, ну, понимаете, какое дело, вот мы не только хотим видеть государственные органы в сотрудничестве, мы хотим видеть и гражданское общество как то, что будет влиять на как бы изменения, будет участвовать в этой инициативе. И вот в этот момент как бы мы осознаем, что это же к нам обращенный призыв, как бы, это же мы, гражданское общество, мы должны откликнуться на призыв Европейского Союза как бы, и вступить в осмысленную полноценную коммуникацию с ЕС там, и белорусскими властями по поводу изменений в стране. Ну, мы так как бы подумали, как бы Европейский Союз предложил специфическое место для этого. Называется форум гражданского общества Восточного партнерства для всех 6 стран. Ну и мы начинаем тогда думать, что ну так вот как бы ведь Европейский Союз же сделает как обычно, как бы все это дело, спустит в унитаз, как бы всю инициативу, сделает это бюрократическим местом ни для кого. Поэтому нам нужно было переформатировать программу Европейского Союза Восточное партнерство так, чтобы вот это место соответствовало там, нашим потребностям. И мы тогда, понимая, что сами мы с этим не справимся, мы обращаемся к гражданскому обществу Беларуси, организованному, говорим, смотрите, ребята, вот тут как бы гражданское общество призывает. Как бы это же мы? Да, это мы так. Такие, ну так давайте вместе, может, как бы туда. Да, конечно, как бы там вместе. Мы такие, ну так а вы понимаете, что делать? Мы такие, ну нет, я как бы не очень, как бы не понимаю. Ну давайте подумаем, говорим. Вот какими свойствами должно обладать это место для того, чтобы как бы, оно там, могло влиять на там, целую инициативу восточного партнерства. Ну и говорим, что, понимаете, как бы, вот если мы туда входим, то вот, нужно, чтобы как бы добровольно как бы было, чтобы собственные цели там, как бы преследовались, там, да, чтобы туда вносилось там, вот, всякое труд, деньги, время, ну и результаты. Там, какие результаты должны быть? Результаты должны быть в виде изменений в наших странах. А значит, это место как бы, должно стать третьим элементом в системе межгосударственных отношений. Если раньше
как бы Европейский Союз все дела как бы решал с Белоруссией исключительно через там, государственные там, органы, да, то мы должны третьим субъектом сюда поставить гражданское общество. Ну, а место тут уже было определено, оно было заформлено гражданское общество. Ну и вот мы говорим, что как бы, мы должны стать третьим, как бы это первое, что мы должны стать равноценным партнером трехстороннего диалога между государством, Европейским Союзом и гражданским обществом. А еще что мы должны делать? Мы должны задавать для всего этого дела, как бы мы должны задавать цели. Что гражданское общество, как бы, оно, вступая в этот равноправный диалог, должно как бы, претендовать на постановку там, собственных целей как бы, в этой инициативе. Ну, в общем, как бы, мы так всем объяснили. О, да, класс, поехали. Ну и как бы мы готовим как бы, группу людей. Здесь в Беларуси там такая серия конференций проходит. Причем как бы тогда вот, ну и до сих пор там, национальная платформа Беларуси не имеет никаких ресурсов там, грантовых на там, поддержку собственной деятельности. Здесь всегда было инвестирование других организаций, ну опять же, вот, либо трудом, либо деньгами, либо временем в организацию этого дела. То есть даже если ну, то есть мы представляли себе, что вот, мы сами являемся профессиональной структурой, вот, в некотором смысле, Центр европейской трансформации, директором которого я являюсь, это профессиональная структура, ну какой-то не НГО, это как бы сервисная структура, оказывающая как бы, исследовательско-аналитические услуги. Но где же я тогда участвую в гражданском обществе? А вот там я вот там участвую, да. Потому что туда я инвестирую в как бы, мозги, деньги, время как бы, и так далее. В том числе там, деньги своей там, организации куда-то. И вот это было такое реальным проявлением гражданского общества. То есть в чем ценность национальной платформы была еще. Ну и в какой-то части как бы это есть. Ну и в общем как бы, мы туда едем. И видим ну, традиционную там, систему того, что европейцы пытаются навязывать цели как бы, этому месту. Ну вот вы гражданское общество, вы вот должны разбиться в соответствии с предметными панелями восточного партнерства. Вот типа экономика есть, как бы, кто тут экономист, как бы, мы конечно, стройся, как бы, кто тут эколог, как бы, вот у нас экологическое направление, стройся, как бы, мы такие подождите. Как бы, мы же гражданское общество своих стран. Как бы, мы имеем представление о том, что в наших странах надо делать. Как бы, вместе с вами мы можем про это разговаривать. Поэтому подождите. Как бы, сначала нам нужно вот, национальные платформы построить и организовать форум, в том числе и по национальному признаку представительства. Поэтому как бы, национальные делегации, руководители этих национальных делегаций, национальные координаторы, вот с ними вы будете решать как бы, уже дальше, как бы, как вам всем как бы, вот, преобразовывать эти страны. Увы, там началось как гвалт, как бы, бой как бы, с этими самыми модераторами, которым поставили задачи там так не делать. Это была революция как бы, на первом форуме, абсолютная как бы, вот, революция, все бегали, рвали на себе волосы. И ну, на тот момент амбициозная Европа, они тогда еще были амбициозными достаточно, они увидели в этом потенциал. Да. Они сказали такие, ну там, они сказали, так, модераторы, там, вот эти нанятые люди, вы поспокойнее, как бы, пусть они сами, да. И мы нашли понимание и поддержку в лице Европейской комиссии, там, офиса Фюли, там, как бы тогда. И вот форум гражданского общества стал вот тем, чем он стал, благодаря вот той революции, которую мы сделали на основании своих подходов тогда там. Ну и вот дальше мы стали двигаться к натурной реализации вот этой трехсторонней схемы взаимодействия. Ну тут у нас начались всякие проблемы. Проблемы начались в том, что мы понимаем, что для того, чтобы вот эта схема работала, необходимо, чтобы гражданское общество говорило одним голосом, то есть было достаточно консолидировано в своем мнении по поводу изменений. Но тут как бы гражданское общество, это же ну, там, кто в лес, кто под дрова, как бы, оно же разнообразное, оно же там, как Мао говорил, пусть растет там 1000 цветов, но они растут, как бы, и как договориться людям, которые одни занимаются там
не знаю, аналитикой, там, экспертизой там, политических процессов, а другие занимаются там, охраной там, птушек. Да. Ну, у них же как бы, не о чем разговаривать там, в принципе. А тут вот, возникает необходимость такого как бы, разговора. И оно по себе могло так существовать, и в принципе так гражданское общество существует, как вот вариативность ну, там, многих акторов. Единственная сфера, в которой гражданское общество может иметь консолидированное мнение, это сфера политики. То есть гражданское общество может, как совокупность свободных людей, иметь мнение относительно устройства как бы, этого общества. А это политическое как бы, мнение. И по поводу политики оно может выступать как бы, там, единым голосом. Но тут как бы началось как бы, там, следующая проблема, да? Что мы не только разнообразные и вообще не понимаем про эту политику, о которой вы нам как вы говорите, мы же птушками занимаемся, там, ну или правами человека, или еще чем-нибудь. Какая нахрен политика? О чем вы говорите? Там, да? Какие изменения? Там, да? Началась как бы, следующая штука. Политика? Так это же как бы то, чем политические партии занимаются. Как бы это вот сфера деятельности ну, там, других субъектов, ну, государства, политические партии. Вы хотите как бы, менять политику? Ну так становитесь политической партией. И это ну, как бы, вот начался цикл этого непонимания там, внутри национальной платформы, когда мы пытались собирать это для решения политических задач, а все разбивалось либо на секторально-предметные вещи, когда люди не догоняли просто там, возможности вот, коллективных усилий, либо критиковали это со стороны того, что ну это же политика, как бы, это же страшное дело, как бы, какая политика? Вы что, политика? Куда это, вы лезете? Да, куда вы лезете? Да, это там, лежит в стороне. Ну и это был такой вот раскол фактически там, национальной платформы там, в 2012 году, где мы, в общем-то, не смогли добиться достаточного уровня консолидации гражданского общества. Поэтому эта схема, она в принципе частично сработала, но не позволила нам добиться того уровня влияния, который мы хотели на тот момент и сейчас. Хотя некоторые из вот, следов того, что мы это делаем, ну, проявляется и сегодня. Да. Вот, например, как бы мы придумали и создали национальные платформы гражданского общества во всех 6 странах тогда. Это была вот наша идейная как бы, разработка и революция первого форума, которая была. И сегодня, например, как бы, эти национальные платформы стали частью соглашения об ассоциации с ЕС. То есть в Беларуси мы ничего не изменили, но, например, для Грузии как бы, это ну, то, что фурычит там, ну, работает нормально. В Армении сейчас подписано соглашение, там, другая генерация соглашений с ЕС, и национальная платформа получает там свое место. Да? То есть армянское гражданское общество выиграло как бы, от того, что мы сделали в свое время. И даже в Беларуси, в принципе, как бы после вот нового потепления, они согласились, то есть они долго упирались и воевали с нами на протяжении вот с 2009 года, то есть это 8 лет, ну, до 2006 года, скажем, до 2016 года, это, наверное, была вот такая война, где они говорили, никакого гражданского общества мы не допустим. Идите как бы, подальше. Как бы, там МИД наш пытался блокировать вообще участие гражданского общества там, в межгосударственных там, панелях там, тематических и так далее. Ой, там как бы чего только не было. Они пытались создать собственную подконтрольную структуру домашнего гражданского общества, подконтрольного государства в противовес тому, что у нас было на тот момент. Но в 2016 году, как бы после вот этого нового потепления отношений с ЕС, они создали координационную группу ЕС-Беларусь. Если почитать документы официальные, то там вообще все прекрасно. То есть там написано, что мы рассчитываем на продолжение европейско-белорусского диалога, управляющегося координационной группой Беларусь-ЕС. То есть, как бы, такое впечатление, что координационная группа Беларусь управляет вообще всем этим диалогом, отношениями государственным ЕС.
И там, в этой координационной группе, есть место национальной платформы. Эта деятельность привела к тому, что этот трехсторонний диалог де-факто реализован в минимальном режиме даже в Беларуси. Правда, с другой стороны, когда мы посмотрим в политическую реальность, не в то, что написано в формальных документах, а фактическую работу, то это консультации. Да. То есть мы участвуем в консультациях, мы ни на что не влияем. То есть мы не можем ничего блокировать, мы не можем ничего навязать политически. Но зато мы имеем возможность обсуждать все, что делается, да, вот теперь мы можем обсуждать вместе с белорусскими министерствами и так далее. Теперь наш МИД, дорогой, приехал на форум гражданского общества, на который он не ездил все это время. Но вот в этом году они приехали. Можно было увидеть живого замминистра и задать ему вопрос. Вот в периоде, когда, то есть фактически, когда начался тотальный блок и вот эта холодная гражданская война белорусского государства с гражданским обществом, вы считаете вот в этом, давайте с 99-го года отметим, с момента первой волны регистрации, перерегистрации общественных объединений, с 99-го года мы не имели возможности диалога с властью. Я имею в виду независимых субъектов гражданского общества. Не тех, которые они лояльны государству или что, а тех, которые очевидно не лояльны, очевидно демонстрируют другие предпочтения по поводу развития страны. Мы впервые получили возможность участвовать с ними в обсуждении, в консультациях таких. Да. Но до этого это был полный игнор. Полный игнор, борьба, подавление, которое остается до определенного режима и сейчас, но они с нами будут разговаривать. То есть прошло, считайте, 17 лет. За 17 лет мы добились консультаций. Не знаю, опять же, кажется, что это вообще ерунда полная, да? Но для меня это значимое достижение наше, которое показывает силу и преобразовательную возможность мыслей. То есть координационная группа Беларусь-ЕС или, например, национальная платформа в рамках нового соглашения ЕС-Армения, она, вот эти вещи, они бы никогда не появились, если бы мы концептуально не вбросили это в 2009 году и не проводили потом линию постоянного утверждения этого. Вот. И последнее, что я хочу сказать на сегодня, это про парадокс отождествления гражданского общества и третьего сектора, организованного гражданского общества. Это довольно частое явление, и вот в этой трехсекторальной схеме, которую мы рисуем, мы предполагаем, что вот этот третий сектор, это зона действия свободных ассоциаций людей. Но где-то с 80-х годов, то есть в некоторых секторах это началось еще раньше, но в широком масштабе институционализация третьего сектора началась в 80-х годах и была интенсифицирована очень сильно в 90-е годы с момента развития, понимания, что ли, того, что гражданское общество выполняет полезные функции по отношению к общественным благам, помогает реализовать определенные функции государства, обеспечивает возможность дешевле решить ряд общественных проблем, и так далее. И тогда государство, это мировая тенденция, это не в смысле, что мы находимся в такой уникальной ситуации. Мировая тенденция состоит в том, что общественные организации начали институционализироваться. Да? То есть им предписывается особая функция, их деятельность нормируется и профессионализируется, и они становятся ровно такими же корпорациями, как и бизнес-корпорации или государственные институты.
которые есть. То есть они включаются вот в эту систему нормированных мундирных отношений. Да? И сегодня НГОшник это такой же мундир, как и я не знаю, офисный работник в бизнесе, да, или государственный чиновник. Это такая же нормированная, институционализированная деятельность, направленная на оказание определенных услуг профессиональных обществу, решение общественных проблем. За это получается соответствующее вознаграждение. Сформировалась огромная инфраструктура поддержки этого дела, институциональных, государственных программ, международных программ, которые с этим работают. Ну, в общем, это стало такой рутинной деятельностью. И это стало такой же сферой производства, как и остальные производственные сферы. Третий сектор, сегодня это сфера производства, но перестала быть клубом. И когда общественные организации перестали быть клубом, где свободные люди встречаются со свободными людьми и вступают в нравственно-практические отношения, мы утратили гражданское общество. То есть, если хотите, то есть вот эту схему можно рассматривать не как статическую, она всегда как статическая рассматривается, а как динамическую, где границы между секторами они подвижны. И различные явления наползания одного сектора на другой создают вот эти промежуточные явления в этих секторах. Да? Ну, то есть с наползанием первого сектора на третий там все понятно. Да? Там гонга, например, создаются. Да? Как там гонга? Да, государственные организации. Да. Но, как там еще шутят коллеги, что там вообще многообразие существует у этих НГО, есть гонга, государственные организации, есть понга, это политикоориентированные НГО, есть донга, это когда международная донорская система наползает, но это донор-ориентированные НГО, есть бонга, это бизнес-ориентированное НГО, да, есть монго, да, это мафия ориентированная НГО. Ну вот, и точно так же, когда второй сектор осуществляет, вот здесь появляются эти бонго, да, бизнес-ориентированные НГО, там, где коммерческая логика работает. Ну, вот я уже приводил пример со спортивными клубами в Беларуси. Это типично такого рода бизнес-организации. И вот сектор общественных организаций сжимается, и тогда встает проблема сохранения клубного пространства, сохранения этой сферы свободы, да, сферы, где люди могут достигать этого совершеннолетия, сферы, где возможна реализация свободного мышления, постановки собственных целей и так далее. И тогда мы начинаем говорить уже не о третьем секторе, а в противовес к третьему сектору мы говорим о четвертом секторе. И вот сейчас мы понимаем, что четвертый сектор, отделяя его от институционализированного третьего сектора, это вот как то кантианское пространство свободы, да, там, где независимый, самочинный, добровольный, свободный сектор. И там скорее неформальные инициативы и группы встречаются друг с другом, чем институционализированные организации, НГО. И тогда, когда мы ищем агентов изменений, то мы их ищем в четвертом секторе. И вот история украинского Майдана, она типологически, вообще всех этих площадей, которые случались, это история выхода этого четвертого сектора, неформальных инициатив, неинституционализированных субъектов на площадь
это вот история последнего времени. Потому что если вы посмотрите там, арабские революции, там не организованное гражданское общество рулило вот этими преобразованиями, которые были. Если вы посмотрите турецкие протесты до того, как Эрдоган как бы всех разогнал, то это не организованный гражданство. Майдан украинский 2014 года это абсолютно такого же как бы рода как бы инициатива, да, сам по себе. И там были вот люди в своем свободном гражданском качестве в большей степени, чем организованные НГУ. Организованные НГУ в отношении к Майдану выполняли инфраструктурную сервисную функцию. Они там занимались специфическими вопросами от обеспечения там, до там, защиты там, людей там, как бы, и так далее. То есть они там были, они присутствовал третий сектор на Майдане, но очевидно, что они там не доминировали, не играли главенствующие роли как бы, и так далее. Вот эти вот неформальные как бы, инициативы, неформальные организации граждан сегодня являются потенциальной сферой, на которую мы можем опираться в плане прикладных изменений. Вот такая моя история. Вопросы? Реплики? Замечание, критика, согласен. Мы пытались анализировать этот четвертый сектор, ну как-то пощупать его. Ну и, наверное, будем еще это делать. Но это такая трудно выявляемая субстанция сама по себе, да. И как бы вот в нашем подходе, то есть мы выделяли несколько, опять же, таких критериев, по которым мы можем искать четвертый сектор. Да? Сейчас всех может не вспомнить. Главные из них отмечу. Мы говорили, что если мы ищем четвертый сектор, как бы в Беларуси, мы должны найти группы. Помните, как мы как бы, ездили в малые города и там искали чудиков, да? То есть, там люди в свободное время, мы искали людей. Да? Когда мы говорим про четвертый сектор, мы ищем группы. Все-таки как бы, четвертый сектор это неформальные, но группы людей, то есть они как бы объединяются. Второе это собственные цели. Такой же критерий, как и был, но как бы, здесь мы особенно подчеркивали, что эти цели должны быть вовне. Да? То есть если это группа по ну, там, организации там, свободного времяпровождения, там, ну, просто распитие чая, там, вот, где собираются любители чая, и они не имеют никаких вовне положенных там, целей, ну, например, я не знаю, там, распространение чайной церемонии там, во всех домах как бы Беларуси, изменение потребления, культуры потребления чая. Да? Если они таких целей не ставят, как бы, вне положенных себе, а только собираются чаю попить, да, то тогда как бы это не то, что нужно, собственные цели и цели вовне. Третье, о чем мы говорили, это такой сложный критерий — онтология. Онтология или собственное представление о мире. Вот эти вот все вот эти как бы, группы четвертого сектора, они должны иметь какие-то собственные онтологии относительно того, как все устроено. Да? И они ну, не такие, как ваши, да? Они не такие, как другие. То есть они вот, видят мир как-то иначе. И вот это их субстанциональный буквально признак. Да? То есть если мы хотим наткнуться как бы на них, мы должны искать вот этих людей как бы, со специфическими представлениями о мире. Да? Которые есть. И четвертый признак, который мы выделяем, это навстречность.
Навстречность — это термин Кима Хадеева, такого минского интеллектуала. Вот Ким, он говорил, что для диалога как бы необходима навстречность, то есть взаимное стремление людей друг к другу. И вот без этой навстречности никакого диалога не может случиться. И вот эти группы 4-го сектора, они навстречны, да? Как бы они ищут этого другого. То есть им этот другой нужен. Нужен для реализации собственных целей, как бы вот, продолжения развития своих представлений о мире. Да? То есть они находятся в диалоговом поиске каком-то. Вот, например, Талаку можно опознать как навстречную группу, там, да, потому что она ко всем лезет, как бы попытается с ними, ну не то что задружиться, но по крайней мере вступить в коммуникацию, потому что им нужно, вот, как бы, нужно. Это может не проявляться в таком вот активном поиске какой-нибудь, ну или мы вот, мы тоже стараемся как бы вступать в коммуникацию по возможности со всеми, в ком мы опознаем там, других, которые чего-то там по поводу Беларуси там, мыслят или делают. Да. И вот эта навстречность тоже базовый признак этих групп 4-го сектора. Ну и вот критерии вот такие есть, но вы понимаете, они аморфные. Как бы невозможно этот градусник навстречности как бы тыкнуть в какую-то группу и говорить: о, навстречность 3. Как бы, нифига не получается. Да. Поэтому единственным способом исследования в этом месте это становится исследование действия. Не просто исследование действия, да, но исследование действия, когда вы что-то делаете, вы натыкаетесь на такие группы. Да, то есть, и не только, но все сразу опознаете в действии. Если это действие серьезное, то как бы, на него идет встречная реакция. Всегда, и уже по встречной реакции вы можете определить, кто есть кто. Но и так проще всего. Но когда у вас нету, вот поймите, вы же начинаете действовать, вы не можете охватить действием всех, да? Потому что эти группы, имея свои антологии, собственные цели, представления о мире, им до лампочки вообще, как бы, что вы там делаете в другой сфере. И вы их никогда не найдете, как бы, если вы не заденете сферу как бы, их представления, их интересов. А нам они нужны как бы, для того, чтобы как бы, вот этот потенциал как бы, изменений как-то концентрировать в этом деле. Да? И тогда в исследовательском, вот тогда исследования нужны, вот, не исследование действия, потому что непонятно, где действовать. Да? Тогда мы можем как бы, действовать агентно, да? Вот, готовить как бы, группу исследователей и как бы, распускать их как бы, везде. Везде, где эти исследователи видят потенциальные такие группы. Да? КГБшная схема. Как бы мы действовали примерно таким образом. Мы как бы накачивали людей, это как бы мы их заряжали, как батарейку, вот этим, как бы осознанием себя в определенной позиции, поисковой, да, то есть, человек должен стать на определенное основание, то есть вот, занять позицию, осознать себя как часть 4-го сектора, да. Но все мы включены часто в какие-то как бы, группы вот этого 4-секторального там, порядка, да, в большей там, или меньшей степени. Нужно как бы, осознать, потому что опознать навстречность, например, ты можешь только если сам несешь какие-то основания, иначе это как бы, пройдет мимо. Ты должен быть навстречным как бы, в опознании этой навстречности. Вот в человеке нужно накачать вот это вот групповую идентификацию, собственность целей, как бы наличие собственной онтологии. Потому что то же самое, ты можешь опознать другую онтологию только когда ты у себя имеешь какую-то онтологию. И вот когда мы имеем вот этих как бы, вот эти исследовательские единицы накачанного порядка, вот, как бы, мы их можем разогнать. И дальше уже они там трутся, там, встречаясь как бы, с другими людьми, трутся, они как бы, вступают в коммуникацию с ними и чего-то понимают. И мы там как бы, вот, подготовили группу, подготовили, как бы, примерно собрали список того, как бы, кого мы под такими субъектами 4-го сектора мыслим, и разогнали их. Потому что 4-й сектор может вводиться где угодно. Он может вводиться в рамках формальных структур
общественных организаций, да. То есть сверху это общественная организация, а внутри там вот какая-то фигня, как бы, вот, которая вот скорее вот такая, как бы, а не формальная. В университетах, то есть случайно можно найти вообще дикие вещи. То есть вот в университете белорусском какие-то люди как бы сидят и исследуют, например, религиозность, например, как бы белорусскую, на классных таких основаниях, там, и никто за это не платит. Ну, безумцы, как бы, вот, как бы, ну, и вот они так как бы делают на классном как бы уровне. Ну, она такая одна группа как бы в Беларуси. И никак по формальным признакам вы как бы не вычислите, случайно не наткнувшись как бы, на нее. Ну вот мы разогнали, люди там походили, собрали. Мы там как бы так и не довели это до какого-то нормального обобщения, но в принципе это та работа, которую необходимо сейчас вести. Вот. Все, наверное. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.